Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей «Хабер-Ляр». В студии для вас работает Асан Набиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России. Итоги работы за год Госкомнадзора. Материальная помощь на завершение строительства. В Бахчисарае начато строительство 3 образовательных учреждений. Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой части России. Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова. В церемонии пуска в режиме видеоконференц-связи с Крымом приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, гендиректор государственного унитарного предприятия «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов. Владимир Путин назвал запуск магистрального газопровода между Краснодарским краем и Крымом важным событием для Крыма и всей России. Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего комплекса, экономического комплекса, всего комплекса рекреационного, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе. Поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Также, по данным ведомства, на месте катастрофы обнаружено 5 фрагментов самолета и несколько частей фюзеляжа и фрагменты двигателей. Первый черный ящик Ту-154 уже подняли на поверхность. Всего в поисковой операции задействовано 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов, отмечает Министерство обороны Российской Федерации. Итоги работы Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым подвел сегодня председатель Госкомнадзора Заур Смирнов в ходе пресс-конференции. Он рассказал о результатах работы Госкомнадзора за текущий год, а также о ближайших планах комитета. Все подробности знает наш корреспондент Султания Ситакаева. Председатель Госкомнадзора Республики Заур Смирнов сегодня рассказал о важных событиях, которые произошли в этом году в Крыму. Одно из самых знаменательных – начало строительства соборной мечети в Симферополе. Это долгожданный проект и сегодня реализовывается благодаря личной поддержке президента под контролем Сергея Валерьевича Аксенова. Также в ходе конференции Заур Смирнов заявил, что полным ходом идет строительство мемориального комплекса «Сюрень» в Бахчисарае. Уже введена в эксплуатацию первая очередь. Сейчас строители заняты возведением административного здания. Особое внимание уделяется и сфере образования. На данный момент ведутся работы по созданию молодежного полиэтнического центра Крымского инженерно-педагогического университета. И уже 29 декабря в Симферопольском микрорайоне Фонтаны состоится торжественная сдача школы номер 44, так называемая «Школа 4 президентов». Заур Смирнов уверен, что школе будет присвоено имя Героя России Алими Абденнановой. И я думаю, что такое решение будет принято. И, конечно, это очень важно с точки зрения воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своей родине, преданности своему делу. Большая работа проделана по обустройству репрессированных народов. До конца этого года жильем будут обеспечены порядка 400 семей из числа реабилитированных народов по указу президента Российской Федерации. Давали помощь на завершение строительства индивидуальным застройщикам. За аналогичный период порядка 200 семей получили такую помощь по Крыму, что позволило людям создать для себя минимальные, скажем, возможности для того, чтобы войти в дом и жить. На сегодняшний день уже 60 семей из числа репрессированных народов, очередников в разных районах Крыма, преимущественно в сельской местности,
получили жилье, получили ключи от домов, от квартир. Существует и ряд проблем. Одной из самых острых остается получение справок о реабилитации. На сегодняшний день более 1/3 граждан получили справки о реабилитации. Однако нередкими остаются и случаи задержки процесса получения. Эта ситуация находится под контролем. В новом году данная проблема будет решаться уже на федеральном уровне. Внесена соответствующая поправка в федеральный закон в Госдуме на то, чтобы исключить норму, которая требует отправления запросов в места спецпоселений, то есть страны Центральной Азии. Я думаю, что уже после Нового года, то есть в 2017 году, как начнет работать Государственная Дума, будет принята соответствующая поправка. В Крыму также активно развиваются средства массовой информации. Медиацентр имени Исмаила Гаспринского активно работает и выпускает газеты на языках народов Крыма. В этом году, 1 сентября, свой первый день рождения отметил телеканал «Миллет». Глава Госкомнадзора заявил, что телеканал успешно работает и повышается уровень профессионализма сотрудников. И сегодня уже канал выходит и на федеральной площадке. Сегодня повышается уровень профессионализма. Я думаю, что здесь, вот в семье наших крымских телеканалов, он успешно гармонизирует и будет развиваться в дальнейшем. Подводя итоги, Заур Смирнов подчеркнул, что в Крыму сохранен высокий патриотический подъем, а также динамика межнационального и межконфессионального единства. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Московский суд признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году госпереворотом. Экс-депутат во время заседания перечислил несколько признаков того, что это был переворот. Захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие. Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович. В Бахчисарайском районе крымские татары в рамках реализации государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в размере 2 миллионов рублей получили материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилого дома. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Айдер Асанов проживает в селе Красный Мак Бахчисарайского района. Свой дом он строит более 15 лет с постоянными перебоями в процессе. Не хватало средств. Когда он узнал о программе достройки жилья, подал заявление на получение материальной помощи. Таким образом, он получил 222 тысячи рублей. Выезжала комиссия, вот совместно мы определили, на что будет выделяться. То есть там мы прочитали, что вот мне по необходимости нужно в первую очередь поставить окна, вот, входную дверь, и там по материалу на отделке, там гипсокартоном, там на потолке утеплитель. Вот, то есть как бы вот составилась смета. Вот строго по этой смете я буду израсходовать эти деньги, и при завершении соглашения, то есть я буду делать полностью отчет согласно договору. Гулнора Сайдахмедова 25 лет назад приехала в Крым. Ее отец родился в одном из сел Бахчисарайского района. Поэтому после переезда из Узбекистана она с семьей поселилась именно здесь. Чуть позже Сайдахмедовы начали строить дом. По семейным обстоятельствам работы были остановлены. И вот спустя 20 лет появилась возможность продолжить строительство долгожданного жилья. Дети перекрыли крышу, и на этом все. Потом снова начались сложные времена, и мы не смогли окончить строительные работы. Окна мы поставили более 10 лет назад, но уже и их нужно менять. Я обратилась в Бахчисарайский районный совет. Приехали, посмотрели и приняли решение выдать мне материальную помощь. Большое спасибо. Теперь лед тронется. Начальник отдела по межнациональным отношениям администрации Бахчисарайского района Эльдар Меметов сообщил, что на завершение строительства было выделено 2 миллиона рублей 9 гражданам из числа реабилитированных в районе. В этом году еще была предусмотрена материальная помощь на завершение строительства более 2 миллионов. И 9 граждан также получили данную помощь на завершение строительства. Стоит отметить, средства предоставляются на приобретение стройматериалов, изделий и оборудования, необходимых для завершения строительства жилья. Данная программа будет работать и в следующем году. Фадиме Сейтмамуд, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет».
В зоне АТО погиб крымский татарин. 60-летний Руслан Муждабаев принимал участие в событиях 2014 года на Майдане. Позже вошел в состав штурмового батальона «Айдар». Батальон был создан в 2014 году по инициативе бывшего коменданта самообороны Майдана. Вооруженное формирование «Айдар» известно своими радикальными националистическими взглядами и неподчинениями боевиков распоряжениям киевской власти. В Бахчисарае в рамках федеральной целевой программы начато строительство 3 образовательных учреждений. Это поможет решить проблему очередности в дошкольных учреждениях и повысить уровень образования. На объектах побывала наш корреспондент София Шукурова. На сегодняшний день в Бахчисарае работает 5 школ. В них обучается порядка 9 тысяч учащихся. Работает 7 дошкольных учреждений, где воспитывается более 3 тысяч детей. Еще столько же малышей стоят в очереди. Решить проблему очередности в Бахчисарае решили с помощью средств федеральной целевой программы. Начаты работы на улице Мира. Уже через год здесь планируется открытие общеобразовательной школы на 640 учащихся. В 6-м микрорайоне по улице Кооперативной полным ходом ведутся работы по строительству детского сада на 260 мест. Также подготавливается территория для строительства еще одного дошкольного учреждения на 260 мест в 7-м микрорайоне Бахчисарая. И вот мечта бахчисарайцев сбылась. Мы начинаем строить 2 детских сада в 6-м и в 7-м микрорайоне. И это позволит сократить очередь порядка на 500 детей. Кроме этого, строительство школы на улице Мира, школы с 2 языками обучения, русским и крымско-татарским, тоже решает очень большую проблему, потому что на сегодняшний день школа наша номер 5 находится в приспособленном помещении, в помещении, рассчитанном на 400 мест. А сегодня там обучается 570 детей, и поэтому строительство новой, комфортной, со спортзалом, с актовым залом школы, мало того, что улучшит, так сказать, качество образования детей Бахчисарайского района и тем самым освободит то помещение, в котором сегодня находится школа. Это тоже помещение детского сада, и это тоже позволит сократить очередь. Между заказчиками и подрядчиками найдена договоренность. По словам заместителя начальника службы капитального строительства Республики Крым Ремзи Асанова, на строительство детских садов выделено 330 миллионов, а на школу 280 миллионов рублей. Благодаря целевой программе за 1 год в Бахчисарае прибавится 2 детских сада и школа. Это очень знаковый показатель для Бахчисарая. Такого не было давно. Мы уже забыли, когда в Бахчисарае строили. И вот объекты, я думаю, будут знаковые показатели для того, что именно строится по федеральной целевой программе. Подрядчик, согласно контракта, госконтракта, обещал все свои обязательства выполнить и сдать объекты к концу 2017 года. И школа, и детские сады будут оборудованы мебелью, оборудованием, всем, что положено сегодня для школ и для детских садов. Подрядчиком является фирма из Уфы, которая на протяжении 10 лет специализируется на строительстве многоэтажных зданий по всей России. Строительство всех 3 объектов будет идти параллельно. Планируется задействовать 800 рабочих и 40 единиц техники. На объекте дошкольного учреждения по улице Кооперативной строительство началось 1 декабря текущего года. Уже сделано временное ограждение территории, подведено электричество, разработан грунт. Сейчас идут работы ниже отметки 0. За отметку 0 взята отметка 200. Ведутся монолитные работы, залит ростверк. Сейчас возводятся стены. В конце марта выйдем с монолита. В мае начнем заполнение газобетоном стен и планировку, то есть одновременно будет идти благоустройство территории, забор основной, да, ограждение будет, вот, и получается внутренняя отделка будет идти. До конца августа будет вот в эксплуатацию здания. Подрядчики уверены, с имеющейся техникой работы будут завершены в установленные сроки. Дошкольное детское учреждение будет оснащено современным оборудованием. 7 января у нас будет здесь в Бахчисарае поставлен завод бетонный, свой Элкон, производительностью в 1 час 100 кубов. То есть за счет всего этого мы считаем то, что мы справимся с задачей. Здесь вот именно на этом объекте будут интерактивные доски, то есть все для малышей. И могу сказать то, что у нас даже в Башкирии, да, откуда мы родом, у нас таких детских садов нету. Вот здесь, то есть лифты будут, ну, то есть все на высшем уровне.
В 7-м микрорайоне Бахчисарая нет ни одного объекта социальной сферы. Дети, проживающие в этом районе, на обучение вынуждены ездить в город. В рамках федеральной целевой программы первым этапом является возведение детского сада, а после здесь планируется и общеобразовательная школа. В этом году в рамках целевой программы выделены средства на проектирование детского сада непосредственно в 7-м микрорайоне на 260 мест. Проект уже подготовлен, получена экспертиза, уже определен подрядчик по строительству объекта. Фирма «Уфа-Нефтемаш», которая планирует строить этот данный объект, выделено в рамках программы 242 миллиона. И в 2017 году, ориентировочно сентябрь-октябрь месяц, мы получим уже новый детский сад, куда с радостью, я надеюсь, наши детки пойдут и будут иметь возможность непосредственно в своем микрорайоне обучаться непосредственно в детском саду. Это первый этап работы в рамках федеральной целевой программы, и мы в дальнейшем будем планировать здесь строительство начальной школы. По данным подрядчика, в сентябре 2017 года объекты будут сданы в эксплуатацию. София Шукурова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». 27 декабря во всей России отмечают профессиональный праздник – День спасателя. Эта традиция не обошла и наш полуостров. В столице Крыма, в городе Симферополь, прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню МЧС. Побывать там удалось и нашему корреспонденту Султанье Меджид. МЧС России – уникальное ведомство, объединившее людей различных профессий, от пожарных и спасателей до медиков и психологов. Они работают, не считаясь усталостью и временем суток. Эти люди в любой момент готовы прийти на помощь. Сегодня в России отмечают их профессиональный праздник – День спасателя. В Главном управлении МЧС по Республике Крым состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому дню. Начальник управления генерал-майор внутренней службы Сергей Шахов рассказал, что сегодня в Крыму работают 3500 спасателей, используя при этом новое оборудование. Обновление техники 100%, практически 98%. То есть мы получили где-то порядка 160 новых единиц техники. Такого не было никогда за всю историю пожарной охраны и МЧС республики. Поздравить спасателей прибыли почетные гости, глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, представители министерств и ведомств и, конечно же, крымские артисты. Владимир Константинов отметил важность таких служб, как МЧС, и поздравил всех спасателей с профессиональным праздником. Главная служба все-таки не оборудование, а люди. Именно от их работы будет зависеть и эффективность. Но до этой поры и те проблемы, с которыми сталкивались мы уже в российском Крыму, это энергетическая блокада, показали высокую эффективность самой службы. Поэтому я думаю, они крымчан не разочаруют. В первую очередь это люди, счастье, продвижение по службе, реализацию всех заветных желаний, которые есть у каждого человека, здоровья их близким, семьям и с праздником, с наступающим Новым годом. Эльвис Сейтмамутов – спасатель. Он рассказывает, что работать в МЧС могут только люди с особым характером. Страх не должен тебя одолевать в такой работе. Ты должен сразу принимать решения и выполнять свои обязанности, помочь жизни человеку, обеспечить в той или иной ситуации. Хотел бы поздравить всех спасателей, всех служб нашей МЧС Республики Крым Днем спасателей. Желаю, чтобы всегда было все хорошо и не возвращались целыми невредимыми домой. В каждом регионе создана единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединяющая под эгидой МЧС все службы обеспечения. Уходящий год выдался нелегким и для спасателей из Феодосии из-за пожаров, техногенных аварий и дорожно-транспортных происшествий. Естественно, были такие моменты, когда и мне страшно было, и моим сотрудникам было страшно и опасно. Вот. Одним из самых таких неприятных моментов, жутких, скажем так, это была авария на трассе Судаг-Керчь с участием автобуса, где были даже летальные исходы. Вот. Нам пришлось это все видеть, помогать людям оперативно очень, было, да, и страшно очень. И в этот момент надо действовать рассудительно, быть готовым ко всему, к этому. Вот. И несмотря ни на что, ни на какие страхи, оперативно помогать людям. Реагируя на вызовы, сотрудники МЧС проявляют самоотверженность, решительность и отвагу. Работников МЧС можно смело назвать героями. Россияне уверены, что в случае беды к ним на помощь всегда придут спасатели. Султанье Меджид, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».
В библиотеке имени Гаспринского почтили память выдающегося поэта, ветерана национального движения крымских татар Идриса Асанина. В своих произведениях Идрис Асанин отражал всю судьбу нашего народа, а также борьбу за возвращение на родину. В памятном мероприятии побывала и наш корреспондент Мавили Июб. Памятное мероприятие, посвященное 90-летию Идриса Асанина, началось с исполнения песни заслуженного артиста Крыма и Татарстана Арсена Бекирова. Слова песни принадлежат Идрису Асанину. Почтить память Идриса Асанина пришли единомышленники, соратники, родные, в частности его жена Лемара Асанина. Идрис Асанин – автор сотен стихов, поэм и повестей, множество исторических, литературных статей, ряда очерков. В стихах поэта отражены все этапы жизни народа в изгнании, его чаяния и помыслы, его борьба за возвращение на родину. В 1997 году, к 70-летию поэта, впервые за 50 лет творчества издана книга стихов Идриса Асанина «Бір авуч топрах». «Горсть земли», на русском языке эта книга переводится «Бір авуч топрах». Так эта книга написана, в эту книгу вошли произведения, которые он писал в течение 53 лет. Больше 180 произведений туда вошли. Он переводами занимался. Вообще он очень интеллигентный человек был. Библиотека имени Исмаила Гаспринского вот уже 7 лет организовывает памятный вечер, посвященный Идрису Асанину. Произведения его для фонда очень ценны, говорят сотрудники библиотеки. Библиотека уделяет определенное внимание творчеству, деятельности Идриса Ага. Идрис Асанин оставил неизгладимый след в истории крымтатарского народа, а также в истории развития Крымтатарской библиотеки имени Гаспринского, потому что личная библиотека, фонд Идриса Ага как бы влился в фонд библиотеки и составляет определенную ценность для нас. В архиве, у нас в отделе архива хранятся письменности, какие-то тетради Идриса Ага, которые передали родственники уже после его смерти. Идрис Асанин написал многотомное издание «Адалет Куреша Сафларында» в рядах борьбы за справедливость. В книге описана история о наиболее известных участниках национального движения, внесших достойный вклад в борьбу за возвращение на родину, в сохранение и возрождение национальной культуры. Мавиле Июб, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет. Учащаяся 8 класса Кольчугинской школы с крымско-татарским языком обучения Илина Суфьянова стала победителем республиканского конкурса по 3D-технологиям. При помощи 3D-ручки в воздухе возможно изображать самые разные рисунки. На конкурсе Илина нарисовала Эйфелеву башню. С юным талантом познакомился наш корреспондент Мухаммед Закиряев. 3D-ручка – это инструмент, способный рисовать в воздухе, устойчиво напоминает FDM-принтер. Однако сфера его применения по-настоящему огромна. С его помощью можно не только практиковаться в рисовании и экспериментировать в создании художественных шедевров, но и решить множество проблем бытового характера. Элина Суфьянова – ученица Кольчугинской школы с крымско-татарским языком обучения. Девочка с малых лет участвует в различных республиканских конкурсах и показывает хорошие результаты. В школе учится она отлично. В этот раз она порадовала свою семью и всю свою школу победой на республиканском конкурсе по 3D-технологиям. Элина получила диплом первой степени в номинации «Объемное рисование. Научно-техническое творчество». Рассказывает, при участии в этом конкурсе с учителем информатики потратили немало времени. Я была очень довольна, много впечатлений, я была очень радостна. Я там бегала, скакала по школе, когда мне сказали. Правда, грамоту мне еще не дали, они решили вручить на линейке школьной. В конкурсе предоставлялось 2,5 часа. За это время участники должны были нарисовать рисунок в воздухе. Элине дали задание нарисовать Эйфелевую башню. Признается, поначалу было сложно сориентироваться, но собравшись постепенно в воздухе, стала вырисовываться нужная картина. А через некоторое время после конкурса Элина узнала, что заняла первое место. Мама девочки рассказывает, победа дочери – радость для всей семьи. Элиночка, наша старшая дочка, очень часто принимает участие в олимпиадах.
занимает там вторые места, первые места, третьи. С этой технологией она нас очень удивила, потому что технология очень новая, заняла первое место, мы были очень довольны, очень рады за нее. Вот подумываем, что в будущем она как-то свяжет свою профессию с этой технологией. Хотим, чтобы она на следующий год вот у нас поступила в эту академию, чтобы дальше вот связать свою специальность с этой технологией. Она очень интересуется этим. А еще Элина занимается танцами в ансамбле «Нефасет» и увлекается квиллингом. Ее бабушка рассказывает, что гордится талантливой внучкой. Мы очень рады, что у нас есть такая внучка. Она очень хорошо учится, всегда нас радует. И, конечно же, в какой она олимпиаде не участвовала, она всегда занимает призовые места. Для бабушки и дедушки достижение внучки – это всегда особая радость и гордость. Каждый дедушка и бабушка очень радуются, когда их внуки занимают призовые места. Я тоже был очень рад, тем более она взяла первое место в республике. Стоит отметить, что заниматься 3D-технологиями Элина планирует продолжать и дальше. Второй тур конкурса пройдет в феврале. Сейчас Элина готовится со своим преподавателем и надеется только на победу. Мухаммед Зикирияев, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». С каждым днем к нам приближается новый 2017 год. Подготовка идет полным ходом. В центре городов установили елки, на прилавках магазинов разнообразные подарки, вокруг горят новогодние огоньки, которые создают то самое новогоднее настроение. Предпраздничная суета не обошла стороной и телеканал «Миллет». В преддверии новогодних праздников руководством был создан новый проект «Тылсымлы кыш» и «Яны Тахвим». Кроме этого, телеканалом был организован грандиозный новогодний концерт в Крымско-Татарском театре. Как прошел концерт, вы узнаете прямо сейчас в сюжете. При входе в Крымско-Татарский театр гостей встречали с новогодними подарками. Каждый, кто пришел насладиться концертом, не остался без внимания. Новогодние подарки с логотипом телеканала «Миллет» как напоминание об этом прекрасном вечере. Заместитель генерального директора телеканала «Миллет» Сусана Халилова рассказала о том, как команда телеканала готовилась к концерту. Телеканалу «Миллет» исполнился 1 год. И сегодня мы организовали свой первый концерт. На сцене мы собрали известных певцов и танцоров, представителей нашего народа. Зал заполнился зрителями. Люди звонили, спрашивали насчет билетов. И они все уходили с хорошим настроением. Мы заметили, что они радовались на протяжении всего концерта. Таких концертов еще будет много. У нас и вправду собралась хорошая команда. На концерт были приглашены как молодые талантливые исполнители полуострова, так и известные артисты крымско-татарского народа. Среди них Делевер Усманов, Эльмира Налбантова, Наталья Нурмухамедова, Гузель, а также представитель Крыма на конкурсе «Тюрквижн» Алсейда. Кроме этого, известная хореограф Майя Нафиева исполнила прекрасные номера вместе со своими воспитанниками. Я так думаю, во дворцах культуры, в КИПУ, в Кукиит и в других университетах нужны центры, такие как джазовые студии, эстрадные студии и творческие мастерские. Тогда наша молодежь получала бы музыкальное знание. Специальным гостем концерта, которого ждали многие жители Крыма, был золотой голос Кавказа Руслан Гасанов. Мне приятно сегодня находиться именно здесь, рядом с вами, так как вы наш братский народ. Концерт, на мой взгляд, просто прекрасно проходит на высшем уровне. Вот до начала концерта я посмотрел сцену, поработал, пообщался с людьми, с коллективом. Слаженный, профессиональный, отличный коллектив, это очень важно. Пожелать телезрителям и в целом вообще краю хочется, конечно, чтобы вы всегда собирались вот на таких вот красивых праздничных концертах. Пригласить специального гостя в Крым помогла организация «Дружба народов Крыма». Мы хотим осилить нашу дружбу между братскими республиками. Мы рассчитываем на перенимание определенного опыта в области искусства, культуры, чтобы мы друг друга взаимодополняли, обогащали, чтобы наша общая культура нашла общие корни. Мы рассчитываем, что сегодняшний вечер приукрасит, приумножит наши дружеские отношения. Стоит отметить, каждый зритель мог согреться чашкой кофе. Ведущих и гостей собирали стилисты, визажисты телеканала. Каждому был придуман индивидуальный образ, неповторимый и оригинальный. Над образами было не так уж и тяжело работать. Единственное, нужно было сделать, чтобы они гармонично соответствовали между собой. Девочкам мы подобрали платье
Мальчика, естественно, мы одели в более строгий классический костюм. Тем же самым мы подчеркнули в образе наш крымско-татарский стиль. Да? Каким образом? Мы им одели сережки именно в национальной тематике и также одели им фесочки. Все зрители остались довольны концертом. Венера Суфьянова приехала на концерт из Красногвардейска. Признается, ощущения не передать словами. Мне очень понравился концерт. Мы не пропускаем ни одного праздника. Спасибо большое. Всем желаю здоровья и мирного неба. Зрители отметили, что новогодний концерт им подарил массу позитивных эмоций и положительных чувств. Очень хороший концерт. Хотелось бы, конечно, почаще, чтобы такие концерты проходили в нашем Крымско-Татарском театре. В принципе, песни насыщенные, разнообразные, большой состав певцов, публика солидная, полный зал. Молодцы, организаторам большое спасибо. Мне очень концерт понравился. Я рада, что наш народ продвигается дальше. Конечно, нашему народу желаю, чтобы в новом году ни у кого не было проблем, чтобы все у всех решилось, чтобы каждый был счастлив. С наступающим Новым годом! Телеканал «Милет» о новогоднем концерте приготовил розыгрыш лотереи. Случайный счастливчик получил телевизор. Конечно. Millet telekanalını seyretesiniz. Yaxşı. Demek endi yanı televizorni seyreteceksiniz. Alın sonu. Gerçekten de yardım edeyim. Buyurunuz. Hayırlayımız sizni. Hayırlı olsun. Sizlerinde hayırlayım. Gelecek yıl hayırlı olsun. Allah sizge sağlık versin, bak dilesin. Her bir şey yaxşı olsun, tinchlik olsun. Çok sağ olunuz. Сказочная атмосфера концерта подарила всем незабываемые эмоции и чувства. В завершении был исполнен гимн телеканала. Зал был переполнен. Все аплодировали стоя и не хотели покидать стены театра. Гульнара Каримова, Сабрия Халиляева, Дамир Якубов, телеканал «Милет». Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Оставайтесь с телеканалом «Милет». До новых встреч в эфире.